Лер, ну расскажи, как экскурсия прошла? Понравилась тебе? Да, я бы второй раз тоже пошла. Правда? Всем, кто смотрит телеканал «Осетия», доброе утро! В эфире шоу «Канарейки Дети», а значит, заряжайтесь позитивом и встречайте новую неделю в боевой готовности. А настрой должен быть именно таким, ведь сегодня 9 декабря – День Героев Отечества. Цель праздника – формирование патриотического воспитания молодежи и идеалов служения Родине. Чем мы сегодня и займемся. В этот день принято чествовать героев России. К празднику приурочивают открытие памятников. 9 декабря проводятся церемонии возложения цветов к памятникам погибших воинов, минуты молчания, митинги и собрания. Организуются концертные программы, тематические выставки, конкурсы военной песни и рисунков, спортивные соревнования. Устраиваются встречи ветеранов, торжественные приемы граждан страны с почетными званиями. Во многих образовательных учреждениях проходят патриотические мероприятия, уроки мужества. А вот как отмечают День Героев Отечества в Суворовском училище, расскажут ученики 11 класса Северокавказского Суворовского училища Георгий Бетрозов и Артур Гагиев. Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Ну, расскажите нам, как у вас отмечают вот это мероприятие? Мы очень ответственно подходим к данному мероприятию. К нам приходят ветераны или просто те герои, наши военнослужащие, и разговаривают с нами. Говорим на разные темы, но в основном о поступлении в военное училище и дальнейшую подготовку. Хорошо, а вот организуются ли праздничные концерты в этот день? Да. Вообще, как у вас с творческим развитием все происходит в училище? У нас очень много мероприятий проводится по этому поводу. В основном задействованы все суворовцы бывают. Ну, то есть развитие у нас в плане вокала, в плане... то есть все очень осведомлены об этом. Здорово, то есть вы поете. Да. А вот что касается хореографии, мне интересно, хореографией занимаетесь, танцами? Занимаемся. Так вы еще и танцуете, ого. Ну, такое вот разноплановое идет становление, как это интересно. Участвуем во всех мероприятиях, связанных с этими, с хореографами, с хореографией. А есть такие мероприятия, может, которые самые запоминающиеся? Ну, недавно вот мы готовились одну сценку готовили, драматический отрывок из произведения Пушкина «Первое время чумы». Наверняка многие знают то, что 2019 год объявлен президентом как год театра. И среди военных училищ состоялся такой форум. Мы приехали в Москву, в пансион «Воспитанниц» Министерства обороны Российской Федерации, где каждое училище показало свое театральное выступление. Но это там был фестиваль, конкурс или просто обмен опытом? Это Форум. Ага. просто съезд. Мы выступили скорее всего, для обмена опытом. Кто для вас является настоящим примером и героем? Это выпускники суворовцы Колесник, Булгаков и Отраковский. То есть мы берем пример с них. И каждый суворовец, кто учится у нас, знает то, что нужно подражать именно им. То есть не только им, но для нас они являются авторитетом. И ориентирами такими, да, по жизни? Да. А почему? Какие качества вы в них цените? Каким должен быть мужчина-герой? Мужчина должен быть первым делом патриотом, ответственным за свои слова, за свои действия. И самое главное, он должен любить Родину. Родина должна быть у него на первом месте. А совершали ли вы какие-нибудь героические поступки? Ну, за все свои 17 лет пока нет. А. Но многие суворовцы потом хотят связать свою жизнь с военной службой. И поэтому, скорее всего, нам еще будет Предстоит. нам еще только предстоит
совершить много подвигов. Но не каждый человек на это способен. Наше училище готовит способных для данных поступков. У нас учат ответственности за свои поступки, за свои слова. Ведется работа, и психологи с нами работают и преподаватели. Проводятся часы мужества. Нас посещают ветераны, и под всем этим влиянием наверняка будут расти достойные преемники на традиции нашей Родины. Если не секрет, то что вы делаете на часах мужества? Вот мне и вправду интересно. К нам приходят разные люди, старики-ветераны или молодые выпускники военных вузов. Ветераны рассказывают нам про свои подвиги, а курсанты, выпускники рассказывают нам о всех тяготах жизни и о том, что будет в будущем. Мы сейчас 11 класс, и, скорее всего, нам еще поступать. Это будет очень тяжело, наверняка. И вот когда приходят курсанты, мы их спрашиваем обо всем, что, как там, где. Что вас ждет, да? Да, что нас ждет. Делятся с нами опытом, нам это очень интересно. Но они вас как настраивают? В позитивную сторону больше или в негатив? Или говорят, бойтесь, все будет ужасно, сложно? Конечно, в позитив. Они говорят, будет тяжело, да, но это надо, так надо. И будет интересно. Но все эти препятствия преодолимы, да? Да, это все реально. Нет ничего непреодолимого. Хорошо, а вот еще вот такой момент интересен. У вас очень плотный график, насколько я поняла, потому что идет такое многогранное, разноплановое развитие. Хореография, пение это. Абсолютно разные сферы жизни затрагиваются, да. Не устаете? Только честно. Бывает. Но Но у главное нас... перебороть усталость. То есть Ну, это прям такая вот осознанная реакция, осознанное решение, да? Да. И вы это делаете сознательно. Каждый поступал сознательно в Суворовское училище, по своему желанию. То есть не под прессом. Нет, Это ваш выбор. да. Лично по себе сужу. Как жить, как действовать, чтобы воспитать в себе мужчину? Самое главное – всегда отвечать за свои слова. То есть, если совершил проступок, признайся, скажи, что сделал ты. Никогда не прячься, как девочка, потому что настоящий мужчина должен Нам с тобой нести за собой, нести наказание, если он провинился в этом. Если же нет, то мои наставления только в том, чтобы каждый мальчик с детства прививал себе мужество. Суворовские училища, юнармия. Все эти организации созданы для того, чтобы подрастающее поколение в будущем подняло нашу страну. И я считаю, что это очень правильно. И стоит ребятам уже задумываться о том, чтобы они поступали в такие училища, как наше училище, в такие заведения, как юнармия. Ну, то есть эта сфера. Она воспитывает в детях то, что действительно надо для страны. Ну, глядя на вас, ребят, понимая, что наше будущее под надежной защитой. Спасибо вам за это большое. Спасибо за то, что пришли к нам в гости. Я надеюсь, спасибо. что некоторые наши зрители взяли на заметку все-все-все советы, которые услышали. Да, спасибо. Пожалуйста. Недавно я побывала на экскурсии в историческом музее МВД. И что там происходило, узнаем прямо сейчас. Я нахожусь в музее истории МВД и готова с моими маленькими друзьями услышать экскурсию по теме героя.
Ребята, здравствуйте. Мы сейчас с вами находимся в Музее истории органов внутренних дел Республики Северная Осетия Алания. И сегодня я вам проведу особую экскурсию, которая будет посвящена героям. Героям внутренних дел, служивших в разные годы в органах Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации. Посвящена она у нас к Дню Героев Отечества. Как снимали отпечаток, узнавали, кто преступник. Но отпечатки пальцев начали снимать именно когда Аркадий Кашко возглавлял сыскную полицию. В 1913 году российская сыскная полиция стала самой лучшей в мире. Она даже стала лучшей знаменитой английской полиции Скотланд-Ярда. Вы знали об этом? Я, например, нет, поэтому давайте слушать дальше. В верхнем углу вы видите фотографию Семена Митрофановича Штыба. Вы знаете, у нас в городе есть площадь Штыба, установлен ему памятник. Штыба. Да. Да, в свои 15 он знает многое, но и нам было бы полезно подучить историю. В этом зале мы рассказываем о Великой Отечественной войне. В этих витринах мы рассказываем о сотрудниках милиции и НКВД, участниках Великой Отечественной войны. Здесь представлены их фотографии, удостоверения, личные вещи, наградные часы и, конечно же, боевые ордена и медали. Нашу победу ковали в тылу и на фронте не только мужчины. Среди героев было и много женщин. Здесь мы рассказываем о сотрудниках Северо-Остинской милиции и НКВД, женщинах, участниц Великой Отечественной войны. Да, такую долгую экскурсию выдержит не каждый, но несмотря на это, дети слушали с большим удовольствием. Героем можно быть и каждый день в повседневном труде. Кто-то работает, он герой. А мы с вами должны хорошо учиться и знать историю, чтобы память об этих людях всегда оставалась в наших сердцах и передавалась из поколения в поколение. Спасибо за внимание. Говоря о героизме, хочется сказать и о детях-героях, которые порой ценой своей жизни и здоровья, не задумываясь, бросались на выручку тем, кому была нужна помощь. У нас в гостях настоящий мужчина Сармат Дулаев, который спас одноклассника. Сармат, доброе утро. Здравствуйте. Расскажи нам, пожалуйста, свою историю. Это было несколько лет назад. После школы мы пошли ломать лед на терек. Валера облокотился об камень и начал ломать лед. Камень был мокрый, и он с него соскользнул. Лед был тонкий, и он под него провалился. Его стало уносить течением. Ты испугался в этот момент? Нет, я не испугался. Не испугался? Я был тем временем за камнем, и он меня позвал. Я обернулся, и его уносит течением. Я его хотел попробовать вытащить, но он был тяжелый. У него была зимняя куртка на нем, и вся вода впитала, куртка впитала воду. Он был тяжелый. Я не смог его вытащить, и с третьей попытки я его вытащил. Каким образом, как тебе это удалось? Я Просто вытянул его из воды? Да, я его вытащил просто из воды. Ну вообще, какие эмоции ты чувствовал? Страх? Или ты был полон решимости, да? Я ни о чем тогда не задумывался, мне просто надо было его вытащить любой ценой. Но ты не мешкался, не было такого, что же мне делать? То ли бежать, звать кого-то на помощь, то ли действовать самому? Нет, я на него сразу посмотрел, он там барахтался, и его надо было вытаскивать. Я не растерялся и подбежал к нему. А кто-то рядом, вдалеке от вас был или нет? Или вы были Ходили люди, но они думали, что мы просто играем еще. Да вы что? Я, кстати, видела много опросов и вообще видеороликов, как будто бы человеку плохо, и люди просто проходили. Это ужасно. И никто не понимал, что мальчик тонет? Нет, все проходили мимо, как ни в чем не бывало. Вот это удивительно. А когда ты вытащил его из воды, дальше что происходило? Вы пошли Он домой? встал, он на себя посмотрел, у него в карманах был телефон, я там. И он сразу побежал домой. Потом вечером я прихожу домой, маме звонит его мама и говорит, что так и так, что я вытащил Валеру. Мама сначала начала меня ругать, но потом похвалила. Да, потом поняла, какого героя, Она воспитала. какого сына, да, растит. И что? И с тех пор твоя жизнь изменилась. На следующий день проснулся знаменитым. Так все было. Потом его папа позвонил, сообщил в МЧС. И
С тех пор меня начали звать в Москву. Я был 2 раза в Москве, был в Пятигорске, где встретился с Владимиром Владимировичем Путиным. И как впечатления, какие были ощущения? Я волновался тогда, у меня от волнения тогда поднялась температура. Бывает такое. Сармат, как я вижу, и, может быть, наши телезрители тоже увидели, то у тебя имеются медали. Расскажи, пожалуйста, как, где ты их получил? Эти медали я получил, 2 я получил в Москве. Мне вручил Колокольцев. Вторую медаль мне вручили тоже в Москве, а 3-ю медаль мне вручили здесь, во Владикавказе. Кем ты хочешь стать, кем ты себя видишь? Для начала я хочу закончить школу, потом поступить на МЧСника, на спасателя. То есть, получается, вот это событие, этот поступок был судьбоносным, да? Да, после этого я твою судьбу. решил, что буду спасателем. Я думаю, что тебе представится отличная возможность попробовать себя в роли спасателя и, более того, получить ценные рекомендации и советы от профессиональных спасателей, которые появятся у нас в студии через несколько минут, поэтому никуда от нас не убегайте. Ну, а у нас реклама на канале, и вы не переключайтесь, будет интересно. Для того, чтобы спасти чью-то жизнь, важно обладать не только смелостью, но и определенными знаниями. Лер, вот ты, например, знаешь, как оказать первую помощь в экстремальных условиях? Я нет, но мне кажется, я знаю, кто нам поможет в этом. Я тоже знаю, потому что за время рекламы к нам присоединились представители Северо-Осетинского Всероссийского студенческого корпуса, спасателей Асланбек Мазлоев, Владислав Питаха и Виктория Торчинова. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы профессиональные спасатели, я правильно говорю? Мы аттестованные спасатели, но мы спасатели-добровольцы. То есть мы не работаем в этой сфере как в основной нашей профессии. Мы добровольцы. Вот с нами сидит мужественный человек, Сармат, который не так давно спас своего друга. Сможете нам сейчас показать мастер-класс по спасению человека? Конечно, конечно. И, может быть, даже поделиться некими советами. Естественно, мы же об этом обучались. Ну, давайте, наверное, тогда приступим. У вас лежит манекен, я вижу, какое-то странное приспособление, какой-то прибор. Что это? Расскажите нам, покажите, что это такое. Это приспособление, это часть этого манекена. Он учебный. И вот эта вот штучка, она нам будет подсказывать, как правильно Проводить делать, да, реанимацию. проводить реанимацию сердечно-легочную. Этот манекен для обучения именно сердечно-легочной реанимации. То есть для каждой ситуации есть определенный манекен? Есть определенные инструменты, не обязательно манекены. Вот. В данном случае у нас манекен, да. Какие манипуляции нужно производить вот в такой ситуации? Что нужно делать? Покажите, В пожалуйста. самую первую очередь очень важно помнить о своей безопасности. Убедившись, что вы в полной безопасности, вы оцениваете обстановку вокруг, то есть в безопасности ли пострадавший. То есть он может находиться в машине, которая может воспламениться, его нужно экстренно эвакуировать. В общем, нужно сделать так, чтобы на время проведения первой помощи, оказания первой помощи, и ты, и пострадавший были в безопасности. Иначе все может усугубиться и пострадавших стать больше. Поэтому, после того, как мы убедились в собственной безопасности и убедились в безопасности пострадавшего, мы... Надо его кликнуть. Да, мы... Может, он умереть действительно в сознании. Если он не откликается, то проверяем его сознание и дыхание. Это, в принципе, могу сейчас продемонстрировать. Сознание проверяется следующим образом. Можно мы дадим возможность Сармату посмотреть немножечко с другого ракурса? Подойди поближе, чтобы тебе было хорошо видно, а то из-за стола не очень удобно. Сознание проверяется следующим образом. Мы берем пострадавшего за плечи и в оба уха, наклоняясь, кричим ему, нужна ли ему помощь и в сознании ли он. И немного его потряхивая с стороны в сторону. Это происходит следующим образом. Вам нужна помощь, с вами все в порядке. Он не откликается, он без сознания. После этого нам нужно проверить дыхание. Для этого, Насик, тебе,
Для этого мы кладем одну руку на лоб, другую двумя пальцами под подбородок и загибаем голову. Таким образом проверяем, дышит ли он или нет? Дышит ли он или нет. Наклоняемся к нему и в течение 10 секунд проверяем дыхание. Это 3 метода. Мы смотрим на грудную клетку, поднимается она или нет. Чувствуем щекой дыхание или слышим его ухом. Вот, дыхания нет. После этого мы вызываем скорую. Извините, скорой долго нет, то что делать в данной ситуации? Мы делаем сердечно-легочную реанимацию. Это осуществляется сразу после вызова скорой помощи. Ты позвонила и сразу начинаешь. Ты говоришь, что ты приступаешь к сердечно-легочной реанимации диспетчеру и непосредственно приступаешь. Но тут тоже нужно знать определенную технику, да, выполнения Конечно. этой операции. Как это нужно делать? Так, надо учебный режим сейчас А что поставим. это такое? Режим обучения. Вот так вот умеет наш манекен. Так, чтобы проводить сердечно-легочную реанимацию, мы визуально разделяем грудную клетку напополам и ставим руку основной частью ладони по центру. Вы можете меня поправить, потому что не всегда в первый раз получается. А может быть, Сарматов не хотел попробовать? Ну, пусть сперва Давайте покажет. я ну, покажу, да, сначала. Вот так вот ставим руку, вторую руку замыкаем в замок, чтобы пальцы не касались грудной клетки. И делаем 30 компрессий. Неверное положение рук. Ну, вот так вот, да, примерно. Чуть повыше, Это да. привередливый у вас Да, манекен. тут просто... Пальцы вот так вот наверх выгибаем. Вот. Вот, попал. И делаем 30 компрессий корпусом. Руки должны быть Частота прямые. 100-120 в минуту. Слишком слабо. Жалеете вы манекен свой? Сделали 30 компрессий. После этого нужно сделать Пускай оставил пальцы. 2 вдоха. Парни его ставь. Да, вот там вторая есть. А что это такое? Да, вот. Это лицевой экран. Вот такое вот приспособление. Ого. Да. А это специальная салфетка, да? Она нужна для того, чтобы не заразиться от пострадавшего, от его слюны. Создать барьер. Или же не заразить его, если у вас какие-то проблемы. Может, сделаешь? Так же, как проверяли дыхание, он сейчас тоже проверять начнет. Закрываем нос, обхватываем его губы своими Ага, и вдыхаем. и вдыхаем. О, не слабо. Я сказал. Потом отстраняемся, делаем себе вдох и вдыхаем второй раз. Хорош. Есть. Молчит. Это хорошо. И Хорошо после знать. этого приступаем снова же к компрессиям. Ага. Сармат, ты запомнил? Ну, Повторишь? ну. Давай. Удачи. А подскажите нам, пожалуйста, вот вы, наверное, слышали историю, которую Сармат рассказывал о том, что он спас своего одноклассника. Вот вы можете прокомментировать эту ситуацию с точки зрения специалистов? Он правильно все делал или нет? Ну, по большому счету, человек спасен, и это хорошо, но он, я уверен, не убедился в собственной безопасности. То есть ему нужно было позвать на помощь людей. Вот самое главное. Потому что если бы что-то, не дай бог, конечно, случилось, им бы уже никто не помог. Потому что никто не знал, что они туда пошли. Пострадавших бы И стало бы это больше, могло да. закончиться очень печально. Но Сармат молодец, действительно молодец. Мы все слушали его историю, и он быстро отреагировал. Это очень здорово, потому что многие теряются на его месте и просто впадают в ступор. Я бы, если честно, мне бы настолько страшно было бы. Вот правда. Я бы такая, блин, что делать? Господи. И это Просто. А можно ли как-то это побороть, этот страх? Надо просто не ходить зимой на лед, вот и все. Да, помнить о своей безопасности, не ходить туда, куда не нужно. Вот, а если все-таки пришлось столкнуться с этим, будь готовым просто. Главное что? не нервничать. Приступаем. Правильно все делает Сармат? Отлично, да. Шикарно вообще. Да, раз манекен молчит, значит все правильно. Слишком слабо. Сармат устал. Нет, слишком быстро делаешь, медленно делай. Слишком
Ну, вот так вот сделаем, все. экзамена. Делай. Мы уже в режим экзамена перешли. Сармат, выйдешь отсюда настоящим спасателем. С опытом. Держите перцев экран. Вот сейчас проверим объем твоих легких. Что делать, если, например, нет Прямо такой такая салфетка салфетки? на губы Это клади. очень хороший вопрос. Кстати, да. Опрокидывай голову. В каждой аптечке Зажми ему нос. в автомобильной куча машин сейчас ездит, и в каждой аптечке автомобильной вообще есть такое устройство рот к рту для искусственной вентиляции. То есть оно позволяет без вреда себе делать вдохи. Но если же у вас такой нет, как раньше учили, использовать салфетку, любую подручную ткань, платок, это небезопасно, потому что даже после первого вдоха, то есть вся влага собирается там, в платке, и вы можете заразиться через этот платок. Если у вас ничего под рукой нет, и платок вы не хотите использовать, помним о своей безопасности и можем не делать вдохи. То есть в приоритете у нас надавливание на грудную клетку. Ага. То есть, если под рукой ничего нет, вдохи мы не делаем, только надавливание на грудную клетку. Если вы не брезгуете его, если это ваш родной человек, и вы можете как бы сделать ему искусственный вдох, тогда вы можете сделать. А если же по каким-то причинам вы не можете этого сделать, не можете себя побороть, то да. Хорошо, а еще вот такой вопрос. Как не растеряться в такой ситуации, не впасть в панику, в ступор? Как настроить себя психологически? Если вы понимаете, что вы в ступоре, то и вы понимаете, что вам нужно взять себя в руки, вы останавливаетесь, бросаете все, делаете очень глубокий вдох, расслабляетесь, опустошаете свою голову от всех мыслей, выдыхаете, берете себя в руки и начинаете действовать. Были в вашей жизни какие-то экстремальные ситуации? К сожалению, были, да. Приводилось доставать пострадавшего из машины. И, к сожалению, до меня там уже были люди, но они не знали, что делать. Машина попала в ДТП по дороге в Феокдон и врезалась в бетонное ограждение на мосту. С ним были 2 человека еще, они были в сознании, а водитель, он был в шоке. В шоке и в таком в странном состоянии. Рядом стоящие, которые его окружали, они не знали, что делать. Не открыли машину, не выключили газовое оборудование, не отключили аккумулятор. И мы с другом абсолютно случайно тогда проезжали. Мы не собирались туда ехать. И оказали первую помощь, как следовало. Вызвали скорую. Ну, скорую вызывали и до нас, но вызывали городскую. Мы вызвали Феокдонскую. Они приехали и отвезли его в город. Но получается все сделать в жизни по науке, правильно, поэтапно, как вы Да, этому мы достали его обучаетесь? из машины. Сперва обезопасили себя, обезопасили его. То есть отключили аккумулятор, перекрыли газ и выломали дверь, вытащили его, уложили на ровную поверхность. Постоянно поддерживали с ним общение до прибытия скорой помощи. То есть все закончилось хорошо. Так, Отлично. Скажите, а вот ваши навыки, которыми вы обладаете, они обычным людям в жизни пригодятся, могут пригодиться? Я или надеюсь, только что спасателям? никогда они никому не пригодятся, но, к сожалению, человек есть человек, он совершает ошибки, и даже иногда не осознавая того, что он делает. Поэтому знать, как правильно оказывать первую помощь, я считаю, это очень важно. Элементарно, когда у человека случается приступ эпилепсии, очень часто, очень самая частая, наверное, ошибка, когда ему начинают лезть в рот инородными предметами, Даже своими пальцами, собственно. ложкой, вилкой, там, ножом даже кто-то лез. И расковыряют ему и десна, и губы повредят, ему только хуже сделать. На самом деле ничего такого делать не надо. Нужно просто освободить его дыхательные пути, чтобы он не захлебнулся в Каким пене. образом? Повернуть ему голову. Просто повернуть Нужно, на бок. положить его на бок, На бок. чтобы Устойчивое боковое положение. При этом придерживая его голову, потому что он бьется в судорогах, и голову может свою повредить, если это происходит на земле. Вот. Подложить что-нибудь мягкое, валик из одежды верхней, или подушку, если есть под рукой. Или если самому ничего, придерживать. да, если ничего такого нет, на колени его свои положить, вот, и держать его. Скажите, пожалуйста, еще вот последний вопросик вам. Каким должен быть герой в вашем понимании? Хороший вопрос. Вот вы, спасая чью-то жизнь, можете назвать себя героем?
Нет. Почему? Просто делаем Ну, это то, не что героический можем, поступок. Спасаем человеческую жизнь, но это в наших Я силах. считаю, мы что это человек, умеем. да, всегда должен оставаться человеком. И если он может оказать помощь, он должен оказывать помощь. И это не должно быть каким-то героическим поступком, и он не должен как-то возвышать себя после этого, не знаю. Просто если ты можешь помогать, помогай. Если хочешь помогать, помогай. Не хочешь, не помогай. Ну, желательно принципе, твое лучше право. первый вариант. Спасибо вам большое за ценные советы, за вдохновение нашего гостя, героя Сармата. Он будет спасателем непременно. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в гости. Мы желаем вам успехов. Спасибо вам большое. Ну и по традиции емкие ответы на непростые вопросы в нашей постоянной рубрике «Шорты». Какими бывают настоящие мужчины? Которые накачанные, умные, такие бывают. Умные качки. Да, А ты вообще таких встречал? пока нет. Красивыми, без бороды, такими волосами. Мужественным, отважным, бесстрашным и спасать людей. Они сильные бывают, и они тренируются, поэтому они не платят от каждой ерунды. Они сильные, и вот всегда тренируются, вот, и они поэтому сильные, а слабых они своих, если кого-то не знают, они учат приемами какие-нибудь. Каким должен быть вообще настоящий мужчина, по-твоему? Папой. Дедушками. Ну, например, красивым. Ну да. Настоящие мужчины какие бывают? Ну, они сильные. Например, Мурат Гасиев, он боксер сильный. Он настоящий мужчина. Да. Чтобы они могли готовить. Вот когда, например, жена не дома, а мужчина дома, чтобы он детям своим еду приготовил. А то как жена отправит еду? По почте, что ли? Действительно, как? Взрослыми, Взрослыми. храбрыми, Храбрыми. смелыми, А для чего нужна смелость? чтобы никого не бояться. Настоящие мужчины бывают красивыми. Настоящие мужчины бывают, чтобы всем помогали, хорошими были. Смелым, чтобы ничего не бояться. А чего можно бояться? Темноты. Ну, например, пожар. Например, захлопнула дверь, и дверь сейчас горит. Ты не можешь открыть ее. Ну, надо что-то взять, конечно. Например, у тебя с собой молоток. И получается, молотком осторожненько бензопилой режешь, потом ударяешь дверь, чтобы она сломалась, и спасаешь ребенка. То есть пренепременно, при каждой ситуации бензопила должна быть с тобой. Ну, не при каждой, конечно. Это только для пожарных надо. Настоящие мужчины, они как-то не с большой бородой, у них как-то волосы не длинные, они не носят сережки, в штанах. А в шортах уже не настоящий, да? В шортах это еще маленькие детишки. А я сейчас говорю про больших мужчин. Смелыми, нетрусливыми. А то могут на сцену войти, ну, если они артисты, а потом со страхом убежать. Но мужчина должен быть серьезным, ответственным. Они делают мозг столько сжимать, что сколько не сосчитать можно. Могут делать много сжимали мужчины.
Вот, и они еще поднимают штангу, тренируют, вот так вот подкачивают, и вот силы есть у них. И когда они кушают, вот поэтому А ты кушаешь? кушаю все. Все кушаешь? Хочешь Да, быть и- настоящим мужчиной? Да, я поэтому кушаю, чтобы быть сильным. И читаю иногда, с бабушкой читаю. Это тоже признак. Но это сила не для того, для рук, а для головы читать, уметь. Они сами мужчины, и вот если они мужчины, они, значит, и крутые. Он не должен приставать, чтобы он не бегал за тобой. А как тогда он должен вот проявлять свою симпатию? Не знаю. Он должен проявлять себя воспитанно, умно, не бегать за девочкой. Не только надо быть сильным, но и защищать еще и других. Не только надо на соревнованиях драться, но еще и других защищать, быть добрым человеком, только когда он будет настоящий мужчина. Тетя Кристина, вот она полетела далеко-далеко, в юг. Мы там еще в юг. А как ты думаешь, на юге есть настоящие мужчины? Нет, на юге, потому что жалко, и там пустыня. Ни воды нет, ни овощев нет. Все надо с собой брать из дома. И настоящих мужчин тоже нет, их тоже надо брать из дома. Да. А что нужно сделать, чтобы стать настоящим мужчиной? Надо заниматься, себя заставлять заниматься, отжимания делать, подтягиваться. Всегда ходить на соревнования, когда ты точно станешь звездой настоящим. А ты, когда вырастешь, каким хочешь быть мужчиной? Хорошим. Всем помогать, да? А мне поможешь? В чем угодно. В чем угодно прям. Например, шкаф перетащить. Да. Да, все, замечательно, договорились. Знаешь, не зря говорят, что история – наука будущего. Учите историю и помните о героях своего народа. А учить историю нужно где? В школе. Так что пора бежать в школу, Лера. Да. Спасибо вам большое. С вами были «Канарейки-дети». И отличной вам недели. Пока-пока!